Шоклопан Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 50-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, у нас с вами на сегодняшнем занятии два основных раздела, которые мы с вами планируем освоить. Это грамматика. В грамматике мы с вами изучим образование отрицательных форм. И пройдем также диалог. Приступим. Значит, грамматическая часть. Что мы должны с вами знать об образовании отрицательных форм в абазинском языке? В абазинском языке, как правило, отрицается сказуемое. Например, караб – далеко. Йидхарам – недалеко. Хараб далеко, йидхарам недалеко. При этом к основе сказуемого добавляются аффиксы ге и м. Вот с вами разберем еще несколько примеров. Итак, смотрите. Вот, например, сказуемое хараб далеко. К нему прибавляется аффикс ге. Получается у нас йидхарам. Получается у нас отрицательная форма сказуемого далеко. Следующий Так, сейчас давайте разберем с вами выделенные буквы и попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных букв. Итак, звук Х в слове «хараб» мы с вами запоминаем с помощью слова «шапка». Шапка на языке «халпа». Звук П, посмотрите на слово «хараб». В конце мы видим звук П. Пишется как П-палочка, да? Мы запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке рп, рп. Дальше звук ге в слове йидхарам, недалеко. Мы запоминаем с помощью слова чебрец. Чебрец на абазинском языке ген. Итак, еще раз. Хараб далеко, йидхарам недалеко. Еще один пример образования отрицательных форм. Например, посмотрите. Аткван сцит. Да? Аткван сцит. Что это? Естественно, иду в магазин. Да? Иду в магазин. Аткван сцит. Как мы образовываем отрицательную форму? Значит, сначала мы находим сказуемое сцит. Да? Иду. И образуем отрицательную форму. Как мы ее образуем? С помощью суффиксов, с помощью аффиксов ге и м. Посмотрите. Сыгицум. Да? Сыгицум. Посмотрите на аффикс ге и суффикс м. Получается у нас отрицательная форма предложения иду в магазин. То есть не иду в магазин. Аткван сыгицум. Да? Теперь давайте разберем выделенные буквы. Звук К, который пишется как КВ, мы запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. К, крыша. К, крыша. Да? Следующая буква – это буква Т. Мы ее запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Т, сова. Звук ге, еще раз напомним себе, что мы запоминаем с помощью слова чебрец. Чебрец на абазинском языке ген. Аткван сцит, иду в магазин. Аткван сицум, не иду в магазин. Еще один пример давайте разберем. Пример образования отрицательных форм в абазинском языке. Щебжан счат, я пообедал. Щебжан сгемчат, я не пообедал. Щебжан счат, я пообедал. Теперь давайте подумаем. Зная
правила образования отрицательных форм в абазинском языке. Как мы, вот предположим, мы хотим, нет у нас этой подсказки перед глазами, давайте подумаем, как мы образуем отрицательную форму в абазинском языке. Значит, мы находим сказуемое, здесь это, естественно, сказуемое с чат, пообедал, да? Чтобы образовать от него отрицательную форму, мы используем аффиксы ге и м, то есть добавляем сгемчат, я не пообедал. Итак, теперь давайте разберем выделенные буквы. Начнем с буквы Ж. Ж мы запоминаем с помощью слова жира. Жира это кузница. Да? Звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Звук Г мы запоминаем с помощью слова чебрец. Ген. Щебжансчат я пообедал. Щебжансгемчат я не пообедал. Очень хорошо. Вот такой был экскурс в грамматику. Думаю, разобрались с вами, поняли, как образуются отрицательные формы в абазинском языке. Теперь мы с вами готовы перейти к следующей части нашего сегодняшнего занятия. Это диалоги. Давайте для начала вспомним, как сказать диалоги на абазинском языке. Диалоги на абазинском языке это айчажераква. Да? Айчажераква. Диалоги. Значит, давайте теперь разберем выделенные буквы и попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв. Итак, буква Ч в слове айчажераква. Буква Ч мы запоминаем ее с помощью слова постель. Постель на абазинском языке чарта. Ч – чарта. Звук Ж мы с вами запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. И, наконец, звук К мы с вами запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. С этим мы разобрались. Теперь давайте приступим к самому диалогу. Ара айкарамко чартабзик аап умар. Ара айкарамко чартабзик аап умар. Умар здесь недалеко, есть хорошее кафе. Теперь, когда мы с вами прочитали это предложение, давайте разберем выделенные буквы. Давайте вспомним, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв. Итак, первая буква, которая нам встречается среди выделенных, это буква Х. Буква Х пишется как Х твердый знак. Да? Х твердый знак. Чтобы нам с вами легче было запомнить произношение буквы Х, давайте вспомним, что мы ее запоминаем с помощью слова шапка. Шапка на абазинском языке хлпа. То есть, когда мы с вами встретим в тексте буквы Х твердый знак, нам легко будет вспомнить, как именно произносится, как читается эта буква. Точно так же, как в слове шапка, то есть Х, хлпа. Да? Теперь давайте перейдем к звуку К. Посмотрите, как пишется звук К. К, палочка, В. Вспомним, что звук К мы с вами запоминаем с помощью слова кунжи. К, кунжи. Давайте вспомним, что такое кунжи. Это национальная мужская абазинская одежда. К, кунжи. Теперь перейдем к звуку К. Звук К мы с вами запоминаем с помощью слова калина. Калина на абазинском языке карма. К, карма. И звук П мы с вами запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке пр. Теперь, когда мы с вами разобрали выделенные буквы, давайте еще раз прочитаем предложение и постараемся правильно произнести все выделенные звуки. Ара якарамка чартабзик ааб умар. Ара якарамка чартабзик ааб умар. Здесь Умар здесь недалеко, есть хорошее кафе. Рмацаоща шпау. Насколько вкусно они готовят. Рмацаоща шпау. Рмацаоща шпау. Насколько вкусно они готовят. Звук Ц
Давайте попробуем вспомнить, с помощью какого слова мы с вами запоминаем произношение буквы «Ц». Какие у вас есть предложения? Если у вас есть какие-то предложения, пишите в комментариях. Сколько слов вы можете придумать с буквой «Ц», чтобы нам всем было интересно посмотреть. Нам всем будет интересно и посмотреть, и будем с вами стараться максимально эффективно проводить наши с вами занятия. Итак, букву «Ц» мы с вами запоминаем с помощью слова «дерево». Дерево на абазинском языке «цла». «Цла». Обратим внимание на то, как пишется звук «ц». «Ц» – палочка, да? «Ц» – это «ц» палочка. Итак, «рмацауоща шпау». Насколько вкусно они готовят. Теперь перейдем к следующему предложению. Бзита и мацауит, баракят. Бзита и мацауит, баракят. Там готовят хорошо, сытно. Теперь давайте разберем выделенные буквы. Здесь мы снова с вами встречаем звук «ц». Посмотрите, как пишется звук «ц». Звук «ц» пишется как «ц-палочка», произносится как «ц». Запоминаем мы произношение звука «ц» с помощью слова «дерево». «Цла». «Ц», «цла». Следующая буква, которую мы с вами хотим разобрать, это буква «т». Посмотрите на букву «т». Пишется она как «т-палочка», да? «Т-палочка». Давайте вспомним, что мы запоминаем произношение буквы «т» с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». «Т», да? Переходим к слову «баракят». Мы видим здесь два выделенных звука. Значит, звук «к» пишется как «к» мягкий знак. Мы с вами его запоминаем с помощью слова «юла». Юла на абазинском языке «кем». «К», «кем». И последний звук в этом предложении – это звук «п». Давайте вспомним, что звук «п» мы с вами запоминаем с помощью слова «клюква». Клюква на абазинском языке «рп». «Рп». Разобрали все выделенные буквы, да? Отработали произношение. Теперь давайте еще раз прочитаем предложение. Бзита и мацауит, баракят. Бзита и мацауит, баракят. Очень хорошо. Перейдем к следующему предложению. Хнашилар мачта. Хнашилар мачта. Тогда зайдем. Звук х пишется как х-палочка. Запоминаем произношение звука х с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха. Х, ха. Хнашилар мачта. Х, ха. Да? Теперь переходим к следующему предложению. Вусрайвит умар всемлах хаб. Вусрайвит умар всемлах хаб. Я угощаю, Умар. Давай покушаем. Теперь давайте разберем выделенные буквы и попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв. Итак, буква Г. Посмотрите на нее. Буква Г в слове «высраивает». Да? Видите ее? Она пишется как ГВ. Да? ГВ образует букву Г. Теперь, что нам с вами нужно знать про эту букву? Чтобы нам легче было ее запомнить, мы с вами используем вот такую подсказку. Мы запоминаем произношение буквы Г с помощью слова «сердце». Сердце очень удачно, да, на абазинском языке Г. Пишется вот так. Значит, звук Г мы с вами запоминаем с помощью слова «сердце». Г. Следующая буква – это буква Т. Посмотрите, как она пишется. Как Т, палочка. Да? Т, палочка. Запоминаем мы произношение этой буквы с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке Т. Т. Дальше. Вусрайвит умар псимлах. Псимлах. Видим сразу звук Х, да? Он у нас выделен, чтобы нам с вами легче было сориентироваться. Теперь давайте с вами вспомним,
с помощью какого слова мы с вами запоминаем произношение буквы Х? Произношение буквы Х мы с вами запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха. Х, ха. Да? Х, ха. Следующая буква – это буква Х. Посмотрите на слово Х. Букву Х мы уже разобрали. Следующая буква – это буква Х. Она пишется как Х-палочка В. Х-палочка В. Да? Теперь давайте вспомним, что букву Х мы запоминаем с помощью слова трава. Трава на абазинском языке хра. Х, хра. И звук П мы с вами запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп. П, прп. Теперь разобрали все выделенные буквы. У нас теперь с вами есть возможность, обладая этими новыми знаниями, прочитать еще раз это предложение и отработать произношение выделенных звуков, постараться произнести их правильно. Читаем. Усрайвает Умар, всемлах хаб. Усрайвает Умар, всемлах хаб. Мамой схюшам, ахшам генадзад. Мамой схюшам, ахшам генадзад. Теперь давайте разберем выделенные буквы, вспомним, да, как они произносятся и какие слова помогают нам запомнить их правильное произношение. Начнем со звука Х. Звук Х пишется как Х, палочка, В. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова трава. Трава на абазинском языке хра. Х, хра. Следующий звук это звук Г. Мы запоминаем произношение звука Г с помощью слова чебрец. Чебрец на абазинском языке ген. Ге, ген. Следующий звук это звук Дз. Пишется как Д, З. Произносим мы его как Дз. Точно так же, как в слове вода. Да? Не будем останавливаться подробнее на этом звуке. Мы его хорошо запомнили из прошлых занятий. И звук Т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Итак, еще раз читаем предложение. Мамой с хюшем, ахшам генадзад. Не откажусь. Самое время разговеться. Следующее предложение. Араа ахаш аргон хчаб. Араа ахаш аргон хчаб. Сядем вот здесь, рядом с окном. Разберем выделенные буквы. Посмотрите на букву Х в слове ахаш. Пишется как Х твердый знак. Запоминаем мы произношение буквы Х с помощью слова шапка. Шапка на абазинском языке хылпа. Х, хылпа. Звук Ш, посмотрите на слово акхш. Звук Ш мы запоминаем с помощью слова олень. Олень на абазинском языке шарах. Ш, шарах. Следующее слово аргон. В слове аргон мы видим выделенную букву Г. Она пишется с помощью двух согласных Г, В. Чтобы запомнить произношение этой буквы, мы используем такую подсказку. Слово сердце. Да? Слово сердце на абазинском языке Г. Г. С помощью этого слова мы запоминаем произношение буквы Г. Следующее слово хчаб. Сядем. Да? Хчаб. Здесь целых 3 интересных звука. Давайте не будем спешить, спокойно разберем их произношение, вспомним, с помощью каких слов мы с вами запоминаем их произношение. Итак, первая буква, буква Х. Пишется как Х, палочка. Запоминаем мы ее произношение с помощью слова груша. Груша на абазинском языке Ха. Х, Ха. Да? Следующий звук это звук Ч. Давайте обратим внимание, как пишется звук Ч. Очень такой интересный звук, не самый простой. Давайте уделим ему дополнительное внимание. Звук Ч пишется как Ч, палочка, В. Ч, палочка, В. Произносится как Ч. Чтобы нам легче было запомнить произношение этого звука, мы используем такую подсказку. Как в слове яблоко. Запоминаем, да? Ч, ча. Ч, ча. Когда Ч, палочка, В, произносим как в слове яблоко. Ча.
Когда без палочки, например, просто чв, как в слове постель, чарта. Такая вот, такие ассоциации, они очень облегчают письмо на родном языке. Следующая буква это буква П. Букву П мы запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке рп, рп. Разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем предложение. Араа акыш аргон хчаб. Араа акыш аргон хчаб. Очень хорошо. Следующее предложение. Шта ауаа рыцах тынчызлушт. Шта ауаа рыцах тынчызлушт. Да, там нам будет спокойнее. Разберем выделенные буквы. Буква Ц в слове рыца. Мы запоминаем ее с помощью слова дерево. Дерево на абазинском языке сла. Букву Х в слове хтынчызлушт мы запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха. И звук Т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Т. Следующее предложение. Абар афачкуа рахилкозну. Вообще. Абар афачкуа рахилкозну. Вообще. Вот меню. Посмотри. Абар афачкуа рахилкозну. Вообще. Да? Вот меню. Посмотри. Теперь давайте, знаете, что сделаем? Еще раз напомним себе, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных букв. Итак, начнем с буквы Ч. Буква Ч пишется как Ч палочка В. Ч палочка В. Да? Мы запоминаем ее произношение с помощью слова яблоко. Яблоко на абазинском языке ча. Ч, ча. Звук К, который мы также видим в слове афачква, мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Звук Х, посмотрите на слово рехезква. Звук Х мы запоминаем с помощью слова золото. Х, хяпщ. Так, теперь давайте еще раз прочитаем это предложение. Абар афачква рехезквазну. Вообще. Абар афачква рехезквазну. Вообще. Еще раз читаем. Еухаз цабыргып. У абхеовяцеги умуга чит. Ты был прав. Читаешь и будто уже наелся. Пройдемся по выделенным звукам. Букву Х мы запоминаем с помощью слова трава, хра. Букву Ц мы запоминаем с помощью слова дерево, цла. Букву П с помощью слова клюква, рыб. Букву Х с помощью слова золото, хяпщ. Букву В, как пишется буква В, обратите внимание на нее. Г палочка В, да, читается как В. Мы запоминаем произношение этой буквы с помощью слова гнездо, В, вяра. И звук Г мы с вами запоминаем с помощью слова чебрец, ген, Г, ген. Звук Г мы запоминаем с помощью слова сердце, произносится практически так же, да, Г. Звук Ч, посмотрите на последнее слово, чит. Звук Ч мы с вами запоминаем с помощью слова постель, Ч, чарта. И последний звук, звук Т, мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Так, теперь еще раз прочитаем предложение. Еухаз цабыргып. У абхеовяцеги вомуга чит. Ты был прав, читаешь и будто уже наелся. Следующее предложение. Изымдыр восхюмашта. Юхя угыззайва. Изымдыр восхюмашта. Юхя угыззайва. Я же знаю, что говорю. Говори, что будешь есть. Разберем теперь выделенные буквы.
Буква Х. Еще раз напомним себе, что мы ее запоминаем, что мы запоминаем ее произношение с помощью слова трава. Да, трава на абазинском языке хра. Х, хра. Звук Г мы запоминаем с помощью слова сердце. Здесь у нас все просто еще раз напомним себе. Посмотрите на слово зайва, звук Х. Мы с вами еще раз себе напомним, что мы запоминаем этот звук с помощью слова весна. Весна на абазинском языке агапн. Агапн. Теперь давайте еще раз прочитаем это предложение. Изымдырвас хюмашта. Ихя угузайва. Изымдырвас хюмашта. Ихя угузайва. Я же знаю, что говорю. Говори, что будешь есть. Итак, молодцы. Отлично поработали. Теперь на этом наше с вами занятие подошло к концу. Перед тем, как с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки вы сможете найти на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСЖ и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза БСЖ. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах джза расхат.